Купание в необорудованных местах, алкогольное опьянение и оставление детей без присмотра – 3 главные причины трагедий на воде. Только в водоемах столицы с начала июля найдены 2 утонувших. Впрочем, смертельных случаев могло быть больше, если бы не помощь спасателей. Только на территории городского пляжа на данный момент было спасено 11 человек с начала купального сезона, 7 из которых дети. Оказана помощь 30 отдыхающим. В основном это было связано с переутомлением при попытке переплыть на ту или иную сторону реки. Люди не рассчитывают силы, начинают плыть, выбиваются из сил, начинают тонуть, звать на помощь. Там, где организовано дежурство спасателей, естественно, эта помощь приходит. Вода по-прежнему большая, и этот год, конечно, очень-очень напряженный не только в республике, но и в целом по стране мы видим, что в этом году, конечно, эта проблема, и в первую очередь дети у воды стоит достаточно остро, поэтому Юрий Ильич, еще раз повторюсь, в тесном взаимодействии с республикой, как мы уже в своем докладе отразили, есть у нас план совместный действий, он нужен четко, неукоснительно соблюдаться. Всего в Коми с начала сезона утонуло уже 10 несовершеннолетних. 3 последних случая произошло в пятницу, субботу и воскресенье. Важно уходить от формальных подходов в этой проблеме. Все нацелены на одну задачу. Первое – не допустить гибели на воде. И оказать именно помощь населению в организованном отдыхе. Я еще раз, я не знаю, выходите, проходите профилактику, патрулирование, увидели нарушения. К сожалению, много случаев, когда безразличие взрослых приводит к тому, что у нас гибели детей на воде. Сидят компании на берегу, дети без присмотра, там возраст, я уже сам раза, наверное, 2 останавливал этих детей, начиная от 14-12 лет, идет ребенок, который едва ходить научился. Повлиять на ситуацию может только точечная работа, уверены эксперты. Сельские сходы, беседы, печатная продукция, информация в районках и на досках объявлений. Люди должны сами задуматься.